Сосногорском районе 10 октября водитель «Фольксвагена» вылетел с трассы в болото. Мужчина погиб до приезда скорой. Еще 2 человека погибло в Жешерте. Пьяный водитель, никогда не имевший прав, врезался в дерево. Пассажиры, молодой человек и женщина скончались на месте. Другие происшествия на дорогах в обзоре Ивана Беречевского. Днем 12 октября на трассе Ухта-Троицко-Печорск сгорел автомобиль. Происшествие сняли очевидцы. Они же предложили помощь попавшему в беду водителю. Он сейчас если откроет, там воспламенение будет. Помощь нужна какая? Уже все? И что, я не пробовал тушить? Задымление началось под капотом. Открывать его было опасно, поскольку моментально могло вспыхнуть пламя. Мужчины из встречной машины предложили водителю Ауди свой огнетушитель. Надо капот открывать, клемму скидывать. Вообще прет, блин. Водителя сгоревшего авто очевидцы ЧП подбросили до ближайшего населенного пункта. Автомобиль восстановлению не подлежит. Еще 2 крупные аварии произошли 6 октября в Сыктывкаре. В 9 утра на перекрестке улиц Давпанской и Морозова водитель «Опеля» не пропустил мотоциклиста. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Opel Vectra, выезжал с улицы Давпанской на улицу Морозова. На нерегулируемом перекрестке не уступило преимущество движения мотоциклу Honda под управлением водителя 1965 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мотоцикла. У него открытый перелом левой голени. Через 2 часа в Эжинском районе столицы на улице Славы водитель 14-й «Лады» заехал на тротуар, протаранил дорожный знак и сбил пешехода. Двигаясь по улице Славы от проспекта Бумажников в направлении улицы Емвольской, совершил наезд на пешехода, который находился на тротуаре, после чего совершил наезд на дорожный знак 5.19.1 пешеходный переход. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому экипажем дорожно-патрульной службы он согласился пройти освидетельствование состояния опьянения в наркологии. Результат оказался положительный. Стоит сказать, что у водителя это уже повторный случай управления автомашиной в состоянии опьянения. В аварии серьезно пострадала 49-летняя женщина. С переломом ноги и многочисленными ушибами и ссадинами ее госпитализировали. Пьяного водителя, так называемого повторника, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности. А вот другой виновник страшной аварии вскоре предстанет перед судом. В марте на трассе под Сосногорском молодой водитель на «Жигулях» не справился с управлением. На 362-м километре данной автодороги не справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Renault Duster, который двигался во встречном направлении со стороны города Ухта. В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ, женщина 98-го года рождения, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Погибшая была беременна, их годовалая дочка позже скончалась в больнице. Оба водителя и 15-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализированы. За причинение смерти и тяжкого вреда по неосторожности в результате ДТП виновнику аварии грозит лишение свободы.